Всем привет из солнечного Крыма. Ялта на связи. Вышли с бассейна. Ялта Интурист с подогревом, с морской водой. Сегодня у нас 5 ноября. Плюс 8 было днем. Сейчас где-то чуть похолодней. Ветра нету. Тихо, спокойно. Поплавали отлично. Кофеек бахнул. И вот иду вниз в ресторан «Чайка» на пляже. Пообедать, так скажем. Вот такой вот лестница. Спускаться легче, чем подниматься. Но хорошо тем, что да, поел, а потом наверх сгонять. Вот. Воздух такой чистейший. Вокруг сосны и заборы. В тот раз я ходил вечером, уже темно было. А сейчас еще светло. 5 часов где-то. Вот. Вот сейчас уже он вниз будет спуск на небольшую набережную. И там, кстати, потом можно выйти на новый комплекс, который строят, чтобы назад сюда не возвращаться, а можно подняться там дальше наверх и пешком пойти на Массандровскую набережную. Ну или по Массандре пройтись там и дойти до центральной набережной. Вот. Сейчас посмотрим, что тут за обстановка на берегу. Закатик. Такой вот. Красота. Туда не пойдем. Пойдем уже сюда. К Чайке. Красота, ляпота. Вечер 5 ноября. Мужички он ловят рыбку. Одетые, закутаны. Ну да, так возле моря холодновато. Ну, пойдемте, вон еще пошли мужики на рыбалочку. Он уже кот ест ихнюю рыбу. Ну как тебе? Вкусная рыбка? Что ты там ешь? Ставритку? Не, корм. Корм ест. Тут диваны стоят, закутанные уже. Так, где тут спуск? По-моему, дальше там. Здесь этот океанариум. А можно здесь надо спуститься. А можно пройти дальше. Чайка на пляже. Сейчас пойдем обедать. Холодно так, возле моря воздух такой холодный. Потом туда вверх и поднимаешься к этому комплексу новому.
И пошел вверх. Ну ладно, это будет потом. Включение из чайки на пляже. И такой красивый вечер. Поднялся сюда наверх. Сейчас пойду на Массандру. Пешая прогулка. Тут парковка. Так, сюда нам, да. Можно было от отеля Ялта Интурист пойти. А можно пойти вот здесь. Что-то я там посидел прям на открытой террасе. Вечером холодно так, капец. Подзамерз так маленько. Сейчас согреемся на подъеме. О, с рыбалки поехал с уловом домой. Поднимаемся наверх. Ветер холодный такой, капец сегодня. Ну, днем, конечно, теплее было, вечером вообще дубак сейчас. Как будто уже зима, все. Но уже во многих регионах России снег выпал. Уже даже не первый, а второй. Парковочка там. Все, идем наверх дальше. Вот этот еще комплекс строят. Там бассейн работает. А летом бар при бассейне. А я не знаю, кстати, они сейчас работают или нет. А это вот новый комплекс. Тоже строится еще все. Отдел продаж, апартаменты. Все дела. По 12, по 15, по 20 лямов. Ну, красиво все, да, так, все. Чики-пики. Это не старые дома. Новенькое все. Да, ветер холоднючий, капец. Идем. Поднялся уже практически, там еще один подъемчик дальше. Небольшой. И все, и дорога идет на Массандру. Вот так можно пешком гулять. Оттуда сюда, отсюда туда. Электрокары. Красота какая. Электрокары ездят. Красотища. Электрокары ездят с набережной, сюда привозят
Отсюда туда можно у них телефон взять. Там они вообще берут. Ну вот, например, такси с центра Ялты стоит 240-250 рублей, а на электрокаре там за 100 рублей можно сюда доехать. То есть в 2,5 почти раза. Вот. Ну, в бассейне, да, сегодня я поплавал. Сперва на часах включил тренировку. Привык же, стоит, что тренировка на электробайке. Включил. Плаваю себе, плаваю уже метров 500, где-то 600. Стал такой. Не понял, подожди. Смотрю, а там включена тренировка, блин, на байке. Потом, блин, выключил парк Массандровский. Потом включил заново. Пришлось еще хотя бы проплыть сколько? 650 метров. Проплыл. Вот. Вот такие делишки. Ох, попер. Холодно сейчас. Одеваться надо уже прям как по зимнему. Ну, не по зимнему, а прям по зимнему. Вот люди идут, гуляют. Фух. Проходим отель Актер с бассейном, кстати. Но я, правда, не помню, какой у них тут бассейн. Даже не то, что не помню, я у них и не был даже. Я знаю, что у них здесь есть на территории бассейн, а какой открытый, закрытый, без понятия. О, на велосипеде попер. Да, холодина. Я сегодня даже никуда не стал выезжать. Холодина такая. Вот. Ну, люди тоже, наверное, куда-то ходили. Идут назад. А может даже на Массандровскую набережную ходили. Пешком. И назад идут, наверное, в отель. Или в Ялту Интурист. Или вот тот новый, который сейчас работает с левой стороны. Актер. Добро пожаловать. Детская площадка, пляж. ТТ. Ресторан. Сайт отеля. Отдел бронирования. Все дела. Восемь минут уже запись. А, кстати, нам надо сейчас обходить, если мы хотим попасть на Массандровскую набережную. Тут сейчас ремонт идет. Они там внизу, здесь где спуск сейчас идет. Дальше там перекрыли, закрыли въезд, вход. Только идти в обход дальше. Так что сейчас только до конца идти, а там уже только там в конце можно зайти на набережную. Ну, не знаю. Сейчас, в общем, дойдем до конца и посмотрим. Актер, все, актер.
Он большой такой, у него по-моему, даже несколько зданий. У этого актера. Назвали же еще так. Актера. Но, кстати, название, вот если брать так по Крыму всему, названия, конечно, у всех разные. Редко, когда там встретишь одно название. Но есть, конечно, попадаются, например, вот там в районе Феодосии, например, гостевой дом Светлана. И здесь, в Ялте, есть гостевой дом Светлана. Есть там гостиница Светлана, там. И здесь тоже так. Ну, или там другое название. Есть, да. Попадаются так. Тоже нынешние ворота. Парковка запрещена. Так что... Вот спуск первый вниз туда на Массандра, но он там закрытый. Там он сейчас идет реконструкция. Приходится в обход идти. Тихо, спокойно идешь себе. Все светится. Улица вся освещенная. Тут, конечно, мне нравятся улицы такие узенькие все. Спуск, подъем, спуск, подъем. Здесь односторонняя. Но он туда вниз дорога. Но это я здесь на велосипеде езжу по одностороннему. Вот идем. Тут одни гостевые дома, гостиницы. В стареньких таких домах. Двухэтажных, трехэтажных, отдельно. Стоящие есть. В основном такие, да, все старые постройки. Новых здесь практически нету по этой улице. Уже чуть теплее стало. Да, вечером сегодня холодно. Да, я же говорю, там уже он в Москве уже второй или третий раз снег выпадал. Где-то там в Подмосковье, потом в каких-то еще там регионах, таких не северных. Ну, на севере там уже, да, там Дубак вообще. Здесь гостиница. Здесь сейчас в основном, если вот этот брать район, здесь цены сейчас за двухместное размещение 2-2500 сутки за номер стандарт. Без питания, естественно. То есть некоторые люди: а чё, с питанием? Нет. Конечно, без. Рассказывают. И еще так и удивляются так. А что, без питания? 2500 там? Как так? И еще бы сказали, 2500, тариф, все включено. В таких простых гостевых домах, гостиницах это в основном все идет без питания. Если гостиница какая-то там класс 3, там 4 уже, то цена где-то в районе
на сейчас в районе 5-6, ну 7 вот так вот начинается. Это с завтраком начинается так. Ну и пошло там уже 8-9. Да, сейчас, да, такие 3-4 звездные отели, да. Фух. О, танцы. Танцы какие-то. Какая-то обувь, пляжный аксессуар, одежда, магазин. Что-то там. Детская площадочка. Вот я не знаю, может там где-то есть еще выход на набережную. Но, наверное, нет, скорее всего, чем да. Тут тоже он гостиница, все дела. Куча машин, везде все заставлено. Так, тут, наверное, лучше идти здесь, по этой стороне. Сейчас пускай проезжает. Тут уже пешеходная зона закончилась. 15 минут уже съемка. О, мотобайкеры. Вот уже практически дошли. Олива, продукты, алкоголь. А сколько вот у нас на часах? Полседьмого. Можно еще кофейка бахнуть на Массандре. И потом уже, в принципе, можно идти домой. Доставка погнала. Доставка еды. Ну, тихо, ветра нету, в принципе. Хорошо. Вот. Дошли сюда. Ох, ветер тут подул холодный. Пельменная. Любое жилье. Даже с баня есть, из джакузи. Тут тоже кафешечки есть такие небольшие. Ресторан Гуси. Сегодня будний день, сегодня людей мало. На-на-на-на-на.
Так, а мы спустимся, наверное, здесь сейчас. Здесь есть спуск на набережную. Тут никого нету вообще. Пусто. Пусто. А сейчас кофейка бахнем и пойдем домой уже. Вон мы с оттуда пришли, он светится. Здание он 15, ну не 15, почти 20 минут мы шли. Так, в общем, мы не попали на Массандровскую набережную, она закрыта до конца декабря на ремонт. Буду там перекладывать тротуарную плиточку, менять там что-то, какие-то там работы. В общем, все. Не видать нам до Нового года Массандровской набережной. Идем попьем кофе здесь, на центральной набережной. Массандровские вина. Так что такие вот дела. Тут лампочки горят всегда, как будто и столбы на деревьях, будто Новый год уже. Новый год, Новый год, Новый год. Все, сейчас дошли уже до набережной. Холодно, да, если ветер так подует, то холодно. Почти зима. Так, сейчас пройдусь, надо в один магазин зайти. И потом пойду домой уже. Выпил кофе все-таки здесь, на этой набережной. Кофе и точка. Всегда вкусно у них кофеечек. Тут что-то запечатали все. Наверное, уже все. Тут же раньше была эта бургерная. Бургеры делали. Прием.
Классный магазин. Мужской. Вроде мало сегодня, в будний день гуляют. Ну да, выходные, да, тут не пройти, не проехать на велосипеде. А в такие будние дни людей мало. Так, продолжаем нашу прогулку сегодняшнюю вечернюю. Набережная. Идем, в общем, домой уже. Тут заходил в пару магазинов по делам всяким разным своим. На звезды смотрят. Сейчас где-то градусов, наверное, 7. Может даже 5. Холодно, воздух такой, да. Холодный. Да, свежо. Бахчисарай сквозь века. Экскурсии круглый год. Летом и зимой одним цветом. Пещера мраморная. Пещера. Все равно гуляют люди. Местные в основном. Ну, хотя я сегодня вот в Ялтин туристе был. Народу столько на заселение. Причем так стоял на ресепшене. Там кто на 5 дней, кто на 7 дней, кто на 10 дней. Там смотрю, там краснодарские, там москвичи, там еще там с откуда-то там. То есть люди вот все равно, хоть праздников нету, все равно едут. Ну, понятно, в основном едут сейчас не те, у кого отпуск там раз в месяц, а в основном там кто, у кого бизнес свой. Что они сели и поехали. Так что как-то так вот. Мегаспорт закрыт. Закрыто Мегаспорт. Вот тут прикольная кафешка. Там плов вкусный у них. Вечерний плов.
Тут нюхают. Выходят специально на улицу понюхать ароматы. Нет, то когда стоишь долго, то одни, то вторые, то третий перенюхал, и уже запах притирается, и надо выйти. Кофе даже не помогает. Тут никого, пусто. Зато музончик, да, рубит. Музончик рубит. Так, вот нам надо будет зайти сюда. Включение из фонтана. Мэрия. Возле мэрии. На 5-м этаже он спортивный зал там светится. И пиццерия Мамасита Маргарита. Площадь Фонтан. Ялта. Город счастья. На этом завершаем наш выпуск. До новых встреч в горах, на трассе и на набережной.